Перед совещанием с активом района президент посетил центральный парк города Гал. Глава администрации города Нарсол Джопуа доложил, что ремонтные работы на объекте скоро завершатся. Стоимость работ 5 миллионов 4 тысячи рублей, в том числе НДС. Этапы работ были разбиты на 3 части. Первая часть, но здесь, в принципе, большая влажность наблюдалась. В связи с этим были проложены дренажные трубы. Здесь по всей территории проложено около 315 метров дренажных труб, соответствующие люки, резервуары и так далее. После этих работ были 475 метров проложены каменные бордюры, садовые маленькие. И, соответственно, после них тротуарное покрытие. На сегодняшний день, в принципе, 95% работ закончены. Все лавочки установлены, освещение установлено, мусорные баки установлены. По итогам первого полугодия объем поступлений в бюджет составил 32 миллиона 207 тысяч рублей. При плане 22 миллиона 453 тысячи рублей. План выполнен на 143%. Подоходный налог при плане 13 миллионов 50 тысяч, выполнение 21 миллионов 387 тысяч рублей. Перевыполнение составило 8 миллионов 336 тысяч рублей. Процент выполнения составила 164%. Динамика рост 168%. НДС при плане 1 630 тысяч рублей, выполнено 1 731 тысяч рублей. По сравнению с первым полугодием прошлого года налогов и других платежей поступило на 8 миллионов 542 тысячи рублей больше. Расходная часть бюджета Галского района за первое полугодие исполнена на 101%. В том числе с резервного фонда президента Республики Абхазия 200 тысяч рублей. Расходная часть бюджета Галского района за полугодие 2023 года исполнена на 101,8%. При утвержденных бюджетных назначениях за полугодие 2023 года в размере 115 миллионов 197 тысяч рублей. Фактическое исполнение составило 117 миллионов 222 тысячи рублей. В первом полугодии была завершена работа по инвентаризации жилого фонда. Речь идет о многоквартирных жилых домах. По этому вопросу создана рабочая группа, в которую вошли представители районного собрания. После совместной работы мы двигаемся дальше. Речь идет о рассмотрении заявлений на получение жилья заявителями. Далее, отдел водоснабжения и водоотведения. Все мы знаем, с какими проблемами столкнулась республика в связи со стихийными бедствиями на разных территориях. Но в Галском районе по поручению главы администрации нами были проведены масштабные работы. Относительно нас они действительно масштабные по расчистке русел рек и по расчистке канализационных ливневых стоков. Благодаря проделанной работе нас эти стихийные явления, даже в случае так называемых залповых ливней, мы мало пострадали. Хотя у нас в этом вопросе все равно есть проблемы. Мы продолжаем очистку ливневой канализации. Это касается южной части, нижней части города. Работы продолжаются, но мы ориентируемся на те средства, которые есть в нашем распоряжении. Далее. Зарегистрировано от отдела водоснабжения и водоотведения 11 позиций, где были проведены работы по восстановлению поврежденных водоводов и восстановлению подачи воды к потребителям. Также проводится плановый осмотр системы водоснабжения, которая, как было отмечено, находится в плачевном состоянии. 2 линии водовода – это трубы диаметром 700 и вторая труба диаметром 500 на протяжении 12,5 километров каждая, снабжающие город. Они были проложены в конце 60-х годов 20 века, и до сегодняшнего дня масштабных ремонтных работ на этих линиях не проводилось. В связи с этим возникают массовые утечки, но мы пока справляемся. Далее, коммунальный отдел. Это сокращение расходов на электроэнергию. Значит, исходя из новых тарифов и учитывая потребление электричества в городе, мы должны были заплатить в год порядка 1 миллиона 300 тысяч рублей. Но коммунальным отделом была проведена работа по замене ламп городского освещения на энергосберегающие. И мы буквально сократили эти расходы в 10 раз. Сегодня, исходя из тарифов, исходя из оценки комиссии, которая была совместно с электросетью проведена, мы платим в год порядка 120 тысяч рублей.
За отчетный период в Галском районе зарегистрировано 25 преступлений, из которых 20 раскрыто, что составляет 80% раскрываемости. В настоящее время в производстве отдела угрозыска Галского РОВД находится 98 дел, а в производстве следственной группы ОВД 18 уголовных дел. За отчетный период 2023 года были совершены следующие преступления. 4 кражи, убийство с покушениями 2, незаконный оборот оружия 1 и прочие преступления 18. Несмотря на ряд серьезных финансовых и технических трудностей, как отметил руководитель Галского филиала Черноморэнерго Нияз Джгериная, первое полугодие завершено с неплохими результатами. Это стало возможным благодаря своевременным профилактическим мероприятиям, техобслуживанию и ремонту оборудования, а также неотложному восстановлению электрохозяйства в аварийных случаях. В городе Гал установлено 2 дополнительных трансформатора, заменено 25 опор и 3 километра линии электропередачи. С 5 июля проводятся работы по установке приборов учета в городской черте. Работают 3 оперативные выездные бригады. На сегодняшний день приборы учета установлены 321 абоненту. На данный момент нашему филиалу руководством РУК Черноморэнерго было выделено приборы учета в количестве 1000 штук. И планируется установить более 2000. Оперативно-выездные бригады в день устанавливают около 50 приборов учета, если погода позволяет. В Гальском районе 7718 абонентов, из них льготников 369. За текущее полугодие Гальский район потребил 48 миллионов 192 тысяч киловатт-часов. В сравнении с 2022 годом на 8 миллионов киловатт-часов меньше. В 2022 году в этот же период потребление составляло 56 миллионов киловатт-часов. Потребление электроэнергии ниже даже по сравнению с 2019 годом. В 2019 потребление составляло 53 миллиона, что говорит о снижении потребления электроэнергии населения, что связано с увеличением тарифа и установкой приборов учета. Что касается сбора оплаты за электроэнергию, январь по июнь 2023 года Гальский район потребил электроэнергию на сумму 57 миллионов 900 тысяч. Оплачено 13 миллионов 800 тысяч, что составляет 23,8%. Задолженность составляет 44 миллиона 109 тысяч рублей. По юрлицам начислено 3 миллиона 900 тысяч, оплачено 3 миллиона, что составляет 76%. По физлицам начислено 53 миллиона 940 тысяч, оплачено 10 миллионов 800 тысяч, что составляет 20%. Один из лучших показателей в республике. О проделанной работе отчитался также и главврач Центральной районной больницы Астамур Гамгия. За отчетный период в стационар поступил 181 пациент. Из них хирургическая помощь оказана 141 человеку. Гамгия рассказал, что медучреждение нуждается в ремонте. В случае мы хотел бы заострить внимание на проблеме, связанной с ремонтом ЦРБ. Здание лечебного учреждения находится в критическом состоянии. Ремонтные работы в послевоенном периоде не проводились ни разу, капитально имеется в виду. Из-за ветхого состояния многих помещений работа в них становится невозможной по санитарно-эпидемиологическим нормам. Исходя из вышеизложенного, прошу вас рассмотреть вопрос о включении ЦРБ города Гал в инвестпрограмму по капитальному ремонту. На совещании рассказали о совместной работе городского собрания и местной администрации. Понемногу проводятся работы по благоустройству Гала. Однако было отмечено, что на развитие района нужны большие вложения, которых пока что не хватает. В районе, к сожалению, проблем, как говорится, непочатый край. И эти проблемы решить не представляется возможным без вашего участия. Константин Эдуардович на всех площадках озвучивает и борется за решение этих проблем. Собрание пытается донести до компетентных органов о проблемах, представляющих не решение этих проблем для нашего государства. Первая и основная проблема – это, как мы все знаем, документирование района населения. Этой проблеме не первый год, вы знаете, но, к сожалению, пока не видно окончания ее решения. Молодое и работоспособное население в связи с этим и другими проблемами, не видя перспектив для себя в поисках заработка и лучшей жизни, покидает район, оставляет район.
хочу выразить огромную благодарность работникам отдела паспортного Гальского района, которые очень добросовестно выполняют свою работу, понимая проблемы и достойно относясь к жителям. Но это не сдвигает проблему с мертвой точки. Мы надеемся на наше совместное с вами, с центром, решение этой проблемы, ибо не нужно, я думаю, их перекладывать на плечи наших детей, так как все это сегодня в наших руках. С отчетным докладом об итогах деятельности за первое полугодие выступил глава администрации Галского района Константин Пилия, по словам которого в районе непростая ситуация с инфраструктурой. Также существуют проблемы с бесперебойным снабжением питьевой водой и восстановлением дорожных покрытий, как проселочных дорог, так и дорог в черте города. Говоря о качественном снабжении электричеством, глава района отметил, что необходимо реставрировать электросети и установить дополнительные трансформаторы. По мнению Пилия, также необходимо уделить более пристальное внимание воспитанию детей дошкольного возраста. Основу экономики Галского района составляют предприятия сельскохозяйственной отрасли, торговли и сферы услуг, а также природные ископаемые в виде щебня и песка. В районе имеются залежи торфа. Конечно же, сельскохозяйственная отрасль была и остается важнейшей частью экономики, на которую мы делаем упор. Общая площадь района составляет 43 тысячи квадратных гектаров. В сельхозугодье из них 28 тысяч. Задействовано на сегодняшний день 13 тысяч га. Согласно инвентаризации, на текущий период числится 7 тысяч насаждений ореха фундука. В среднем из 1 гектара собирают 1,5 тонны. В общем, район производит до 10-12 тысяч тонн. Цитрусовых в районе, считается, что в Гальском районе цитрусовое производство очень развито, но это не так. У нас всего лишь 300 гектаров, и то разбито на 3 небольшие предприятия. Занимаемся выращиванием ягодных культур, из выделенных 200 гектаров освоено 20 гектаров. Эти 20 гектаров, для понимания, полным циклом, это и орошение, это и мелиорация, это и, как говорится, и забор, охрана. Без комплекса, и теперь только нужно им наращивать объемы. В среднем с корня голубика даст от 3 до 5 килограмм. В этом году первый урожай рассчитываемся до 10-9 тонн. Всего под кукурузу, овощевые и овощные культуры обработаны 3000 гектаров. Из них под кукурузу 2700 гектаров, остальные 340 гектаров – это остальные культуры. По целевой программе развития сельского хозяйства за отчетный период из представленных 9 проектов одобрено 8 на сумму 3,5 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году было одобрено 9 проектов на сумму 7,9 миллионов рублей. Хотелось бы отметить, что в районе создана и комиссия по инвентаризации сельскохозяйственных земель, которая работает второй год. Работа объемная, трудоемкая и напрямую зависит от погодных условий. Эта работа дает возможность выявить реальную картину по использованию земель. Далее производится юридическое закрепление земель за жителем, и данные передаются в налоговые. Например, в прошлом году это дало возможность добавить более 500 тысяч рублей в виде оплаты земельного налога. Работу эту мы продолжаем. По линии управления городского хозяйства, в частности, жилищного отдела, была создана комиссия по инвентаризации жилищного фонда. В этом году работа полностью завершена. Комиссия создана для полного понимания количества многоквартирных домов и квартир в них. Обязан сказать, что в Гальском районе не стояло на юридическом балансе, так сказать, ни одно здание и сооружение. Мы начали эту работу, и уже 3 здания мы взяли на баланс. Это звучит как бы 3 мало, но это здание администрации, здание отдела образования, здание, в котором расположен суд, прокуратура района, ЗАГС и нотариус. Необходимо было замерить объем помещения, оценить материальную стоимость и только после этого взять на баланс администрации. А это стоит финансовых затрат. Работа трудоемкая, но необходима, и мы обязаны ее продолжать. В работе управления городского хозяйства необходимо обновить техническое оснащение. Техника устарела, подвержена большому износу. Нужен и колесный трактор, 2 мусоровоза, о чем Дмитрий Александрович говорил, как называем, под евроконтейнеры. 1 хотя бы мусоровоз под большой контейнер, 1 машину-вышку и хотя бы 1 КАМАЗ и самосвал.
В районе эта техника вся отсутствует, а вышеназванные, они в сложной ситуации, пока работают. Константин Пиля отметил, что туристическую сферу в районе необходимо развивать. Отдельная сфера – это туристическая составляющая. В районе более 19 километров прибрежной полосы. В районе она совершенно не развита. Это красивейшая живописная набережная, это эвкалиптовые рощи, это песочные пляжи. И знаем, что и в советские времена эта зона была не очень востребована, и было тяжело привлечь отдыхающих. И сейчас такой период, что там практически невозможно привлечь инвестора. Это вопрос инфраструктуры, это дорожное покрытие. И сегодня перед депутатами парламента стоит вопрос рассмотрения законопроекта о портотелях. При разумном зонировании и определении квот это без сомнения могло бы дать импульс экономическому развитию всех сфер жизнедеятельности района. Мы жестко нацелены на благополучие населения, экономическое развитие, сохранение и укрепление государственности. Те тенденции, которые обозначились, выполнение плановых показателей, появились предприятия в области сельского хозяйства. Вот такие маленькие ростки, это, конечно, хорошо, но этого мало. О чем бы я хотел вас попросить? Вот основа экономики Гальского района, если не говорить о таком крупном предприятии, как Ингургэс, это, наверное, сельское хозяйство. В советское время здесь были предприятия сельского хозяйства, в основном, которые специализировались на выращивании цитрусовых. Я так понимаю, что эти предприятия сегодня находятся в аренде, правильно? И, наверное, это нормальная практика, когда предприятие находится в аренде. Вы там проанализируете, насколько все это работает эффективно, сколько корней было в советское время, какая была урожайность, сколько людей на этих предприятиях работало, насколько компании, которые взяли в аренду, этим управляют эффективно. Я соответствующее поручение дам правительству, мы как-то на эту тему говорили, и Министерству экономики, и Министерству сельского хозяйства, вам как главе. Давайте вот эти предприятия, которые в аренде находятся, сделайте так, чтобы они работали эффективно. Но можно же цифры провести, анализ, какое количество земель у них в аренде, какая урожайность, сколько они платят. И если к этому подойти разумно, вы поймете, что эти предприятия должны работать на другом уровне. Тогда в районе будет денег больше, у самих предприятий появятся возможности. Если требования не ужесточать, все останется так, как было, ничего не поменяется. А бывают такие случаи, когда арендаторы неэффективно этим пользуются. В нашей практике это сплошь и рядом. Нам, наверное, нужно будет подумать всем и в правительстве, и здесь, во всяком случае, тем министерствам, которые за это отвечают, чтобы их стимулировать, рост производства. Какие механизмы? Надо продумать. Константин Эдуардович, когда мы приедем сюда в следующий раз, я бы хотел услышать о том, что в этих предприятиях, которые находятся в аренде, в июле 2023 года было там 10 тысяч или 15 тысяч корней. В июле 2024 года их стало 20 тысяч, что люди начали вкладывать туда деньги и развивать эти предприятия. Никаких проблем. Мы же имеем возможность сравнить, вы же люди образованные, там, посмотрите, как работают на землях в сопредельных территориях. Если земля не будет кормить жителей, то как обеспечить материальное благополучие наших граждан? Руководители выступали, жаловались и говорили справедливые вещи. Нет там техники для коммунального хозяйства. Необходимо отремонтировать отделение в больнице. Необходимо повысить заработную плату многим. С каких источников это взять? В каком месте лежат эти ресурсы? Они лежат в наших
землях, которым мы не научились грамотно пользоваться. У вас проживает 30 тысяч населения, правильно? Трудоспособное наверняка 1015. Задействовано, наверное, в экономическом секторе сколько? 5 тысяч. Вот 10 тысяч людей. Гальцы всегда славились тем, что они любили работать. Эти люди не имеют работу, потому что и хозяйствующие субъекты, и власть соответствующих условий не создала. Это наша с вами компетенция. О чем я хотел бы попросить руководителей местных, работать в режиме более динамичном. Более динамичном. Вот эти хозяйства, которые работают в аренде, картину знать на местах. Почему столько? Сколько денег они реинвестировали? Вы должны знать их бухгалтерию, потому что это ваше предприятие, оно государственное, находится в аренде. Почему, если можно заработать 5 рублей, он зарабатывает 1 рубль? Кто ему разрешил так пользоваться государственным имуществом? Подводя итоги совещания, президент отметил необходимость создания рабочих мест в республике. Мы пришли для того, чтобы ситуацию поменять к лучшему, обеспечить разными механизмами экономическую свободу и экономическую деятельность нашим гражданам, дать возможность им работать. Потому что человек без работы – это человек, которому сложно создать семью, продержать эту семью. Это имеет непосредственное отношение к демографии. Во всем человек является главным явлением, не говоря о тех искусственных проблемах, которые были привнесены гальцам в 2014 году, и которые до сих пор тяжким бременем лежат на их плечах и в целом на наших, в том числе, плечах тоже. Всю эту ситуацию необходимо исправлять. Изучать, исправлять, шаг за шагом, это не просто. Над нами давлеют всевозможные объективные проблемы, субъективные проблемы, фобии, существующие и придуманные, политическая возня вокруг чисто экономических проблем, которая не прекращается. И жертвой этой политической возни становятся обычные наши граждане. Как относятся, я хотел бы обратиться к присутствующим здесь гальцам. Вот было внесено изменение в указ президента, и с некоторых пор, значит, ассортимент, ассортимент ввозимых продукций был расширен. Это решение правильное или нет, как вы полагаете? Правильное. Правильное, вы так считаете, да? А вы, наверное, слышите о том, как это решение воспринимается частью, скажем так, действующих политиков. Далее глава государства перешел к обсуждению темы энергетики. Основная задача – обеспечить людей электричеством. Население должно понимать, почему мы приняли такие меры. В чем была необходимость повышения тарифа. Это экономически обоснованная мера. Мы не можем себе позволить по-другому. Не потому, что мы так хотим. Таковы правила экономики. Система на самом деле требует больших инвестиций, она изношена. Здесь старшее поколение помнит. У нас есть, скажем так, объекты сетевого хозяйства, которые были сооружены в 60-х, 70-х годах. Это все нужно менять, это все серьезные финансовые ресурсы. И энергосистема должна в конечном итоге стать самодостаточной. Электроэнергия у нас в Абхазии бесплатная. И людям нравится это слышать и верить в это вранье, что она бесплатна, за нее можно не платить. Как же она бесплатная, если в системе Черноморэнерго работает, сколько там у нас, 800 тысяч человек, да? Сейчас, да. Да, 1000 человек. Им надо платить заработную плату? Надо платить. Изношенные сети надо менять? Надо. Вот ваши руководители докладывали, сколько трансформаторов надо поменять, сколько, значит, столбов поменяли, в разы больше. Это что, денег не стоит, что ли? А откуда эти деньги должны поступить, если эту услугу население не будет оплачивать? Поэтому я рассчитываю, надеюсь на то, что вы правильно понимаете шаги, предпринимаемые руководством Абхазии в этом направлении.
Глава государства также отметил, что необходимо выровнять экономический потенциал районов. Меня, как гражданина и руководителя страны, конечно, беспокоят цифры, которые здесь были названы. 200 с чем-то выпускников, и только 2 имеют соответствующие документы с вытекающими отсюда последствиями. Мы этим тоже займемся. Вы знаете, легко разрушить, а тяжело создавать. Вот были приняты меры в 2014 году, которые привели к таким тяжелым последствиям. Потом они укоренились в сознании людей, части наших граждан. Якобы это верно. Сейчас нам придется это отыгрывать, и невозможно это сделать за один день. Но пошагово мы эти вопросы будем решать. Пошагово мы будем создавать условия для того, чтобы выровнять экономический потенциал Творчельского, Ачимчирского, Гальского района с западными регионами Абхазии. Если вы обратили внимание, потихонечку, скажем так, это идет сюда. Вот в Ачимчире появились объекты, связанные с туристической сферой. И здесь они появятся. Я в этом убежден. Появились инвесторы в сельском хозяйстве. Их количество будет увеличиваться. Мы будем создавать условия дополнительные. Этого бояться не нужно, потому что они будут платить соответствующие деньги тем, кто будет работать на этих предприятиях. В советское время эти предприятия тоже не принадлежали жителям, они принадлежали государству. Но при этом люди работали на предприятиях, и жители Гальского района были, скажем так, в материальном отношении одни из самых богатых. Президент еще раз подчеркнул, что важно запустить предприятия по переработке сельхозпродукции, при этом отметив результаты работы государственной программы по развитию сельских территорий, на которую ежегодно выделяется 100 миллионов рублей. Гугут Савардания, Раму Камкия, Абхазское телевидение.